Салям алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Сегодня у нас в гостях украинская певица, солистка авторского проекта Лиза Байрак. Салям алейкум. Алейкум салям. Как настроение? Супер. Ваше как настроение? Спасибо, очень хорошо, тем более, что сегодня у нас прозвучала такая замечательная музыка, украинская музыка. Мы очень этим гордимся. В вашем исполнении расскажи, пожалуйста, о своем бенде. Наш бенд существует не так давно. Мы около 2 лет занимаемся авторской музыкой. Стараемся заниматься популяризацией украинской музыки. Сегодня звучали песни и на английском языке. Да, у нас недавно вышел наш авторский альбом. Мы записали его из 4 песен, и одна из песен у нас была на английском языке. И все остальные песни у нас на украинском исключительном языке. Сегодня были не только уже выпущенные синглы и не только выпущенные EP. Сегодня мы сыграли и новые песни, которые еще не слышал никто. Поэтому у нас такая некая премьера в акустическом варианте сегодня прозвучала. Классно, спасибо, что доверились нам. Вам спасибо. В чарівному світі побувала я нещодавно, 22-й мені минав. Тепер я кожного ранку біжу до свого ранку, думаю, що тоді ведмідь гадав. Заї і лелеки, пани, ведмеді, кенгуру. Весь чарівний світ, вони ходять просто скрізь, собі так і уявляв. Тільки мої заї і лелеки хочуть, щоб я знову їх погладила. Тільки мої заї і лелеки хочуть, щоб я своїх мрій не зрадила. Стоп, зачекай хвилинку, та я на тебе подивлюсь. Ти в мене забрав печеньку, але я більше не сержусь. Ти такий маленький, мій друже, мов пеня, біжиш під мене швиденько, за тобою не встигаю я. Заї і лелеки, панди, ведмеді, кенгуру. Весь чарівний світ, вони ходять просто скрізь, собі так і уявляв.
Лиза, расскажи мне больше о своих коллегах. Мои коллеги потрясающие музыканты, абсолютно каждый из них. К сожалению, сегодня мы были не в полном составе, у нас была акустическая программа. Вообще нас 7 человек, у нас в коллективе полная ритм-секция, это бас-гитара, гитара, клавишные, барабаны, саксофон, труба и вокал. Сегодня мы в мини-таком составе выступали, у нас был кахон, труба, рояль, бас-гитара и вокал. Все ребята участвуют в различных проектах, в разных жанрах. Вот, например, Саша Огневец у нас играет у Вани Дорна, Рома Дудник, основной его состав это Чика Бенд, его кавер-бенд, но пока не разглашаем небольшую Уже интригу. разгласили. Нет, это не о том. Я думаю, что скоро Рома у нас готовится к новому проекту. Отлично. Ярик Борис, наш барабанщик, тоже играет в многих составах, в различных проектах, как джазовых, фанковых. Также он играет у нас в цирке под большим куполом. Антон Самутин, наш трубач. Все задействованы, абсолютно все музыканты задействованы в разных проектах, абсолютно разных жанрах музыкальных. Поэтому для меня большая честь, то, что я играю с такими ребятами, которые... Я вот просто, честно говоря, даже и пусть меня простят, я не вспомню всех просто проектов, в которых они участвуют, но это самые различные топовые группы в Киеве и в Украине. Как вы собрались? Я поняла в какой-то момент, что у меня есть авторская музыка. И, конечно же, как и многие музыканты, как многие вокалисты, я пою и пела кавер какие-то композиции. У нас были концерты с большим составом, где мы играли фанковую музыку, соул-фанк. И на одной из репетиций я говорю ребятам, вот у меня есть песня, вот, которую я сама сделала, это No Coming Back была, которая вот сегодня прозвучала. Я говорю, давайте ее сделаем просто вот одну песню авторскую на концерт. Вот мы ее сделали, и как-то вот оно пошло у нас, авторская музыка, авторские эти дела. И я поняла, что у меня есть еще материал, который как бы не реализован пока что. Это все достаточно-таки сложно. В большом составе, в большом коллективе делать общую такую массовую работу. Но мы в итоге решили сделать полностью, 50 на 50. Авторская музыка у нас была и кавера. Мы сделали такую обширную программу, сделали несколько концертов, и я поняла, что это лучшее, вот, что было вообще, это то, чем я хочу заниматься на самом деле, потому что это песни обо мне, это песни о нас, каждый вкладывает себя, то есть это не просто я пришла, написала песню, то есть каждый вкладывает в каждую песню себя, свой труд, свои музыкальные навыки, свои знания. Да, у нас долгое время были программы, когда мы играли не полностью авторские песни, потом со временем уже материал стал накапливаться, мы решили, что стоит записать и выпустить мини-альбом хотя бы. Мы записали мини-альбом, который называется «Ніколи не відпускай». Его сейчас можно прослушать на любом музыкальном платформе, на любом ресурсе. После этого мы как бы стали делать именно авторские концерты, то есть без употребления кавер-песен. У нас ранее мы еще делали обработки, как и сегодня тоже услышим мы все «Ой, ходить сон». Мы делали много обработок разных украинских песен, «Течериченька», «Ой, в вишневом саду» и так далее, и так далее. У нас очень большой багаж всяких украинских народных песен, но мы их уже подаем в современном стиле, в новых аранжировках. Хочу тебе забувати, важко себе в руках тримати.
бачу тебе як вперше. Кожного разу мені стає легше. Не розумію я своїх думок, чому все так. Мені набридлі страждання, усі мої чекання, просто дай мені знак. Я так хочу обіймати тебе, обіймати тебе. Хочу, я так хочу. Тобі так важко мене зрозуміти. Я вільна пташка, я так хочу летіти. Поряд зі мною багато дивних речей, того я не можу знайти рідних очей. Чому так важко, я не розумію, чому немає поряд того, хто серце зігріє. Слушай, я где-то читала в одной из статей, я читала, что тебя херсонцы, ты родом из Херсона, называют золотым голосом Херсона. Ну, честно говоря, я впервые об этом слышу. Ну вот, услышите, да? Порадуйся. Спасибо, херсонцы. Как часто ты бываешь в городе Херсоне, как часто ты радуешь их своими визитами и своими концертами? Честно говоря, раньше я чаще приезжала в Херсон, чаще были концерты и с местными музыкантами в том числе. К сожалению, в данном случае я уже не могу так часто приезжать, потому что как бы, сейчас в Киеве в основном тут много всего, поэтому нет такой возможности. Но последний раз я была в Херсоне в июне месяце, была на открытии там заведения одного, выступала. Но вообще впервые слышу о том, что обо мне так говорят в моем Ну, городе. передай привет своим. Херсон, привет. Очень скромно, видите, скромный у нас человек в студии, в гостях. Как ты относишься к шоу-проектам вокальным? И посоветовала бы ты молодым исполнителям участвовать в подобных кастингах и так далее, вот в таких шоу? Я думаю, что определенно нужно участвовать, потому что это опыт. Это опыт в съемках, это опыт сцены, сценический опыт, опыт интервью. То есть я, конечно же, только за, особенно тем ребятам, которые хотят быть на сцене. Это определенно нужно, это определенно да. А что случается с певцом после неудачи? Вот на кастинге, например. Я думаю, что это каждый относится к этому по-своему. Для кого-то это закалка, для кого-то это поражение. То есть я думаю, что все-таки нужно
относиться к этому как к какому-то опыту, независимо от того, как обернется результат вообще этого шоу, кастинга, потому что это все относительные вещи. Каждый человек — это личность, у каждого разные истории, у каждого разный уровень исполнения, разная история, поэтому я думаю, что к этому нужно относиться просто как к опыту, и не более. Декілька слів пролунали крізь мої сльози, тобі так здавалося. То були не мої сльози, то хмари плакали, ти помивалися. В погляді твоїм прочитаю я правду, хоч ти мені її не скажеш. Де твій дім, ти не знаєш. Кожен день, як квіти без роси, ти в'янеш. Підуся. Танули сльози, підуся. Мої сльози.
Давай вернемся к твоей авторской программе. Расскажи о своих песнях. Как ты их пишешь и как тебе приходят вообще темы, на которые ты пишешь песни? На самом деле это очень интересный вопрос, и многие мне его задают, потому что не всем, я думаю, что не каждому человеку дано придумать вот что-то свое. Я очень рада, что у меня есть это вдохновение. На самом деле вдохновение можно искать в любых вещах, в каком-нибудь листике, который там тебе улыбнулся, когда ты идешь по улице, я не знаю. Это может быть что угодно. Это может быть вдохновение природой. Это просто нужно вдохновляться все, что есть вокруг тебя. Музыка — это немножко другое. Музыка — это более то, чем я занимаюсь всю жизнь, поэтому я всегда старалась углубляться в детали. Что касательно гармонии в песнях, я всегда анализировала те песни, которые слушала, которые мне нравились, какой у них стиль, какая у них гармония, какой смысл несет песня и так далее. Конечно же, мы подражаем нашим идолам, так сказать, музыкальным. У меня, конечно же, тоже есть. Кто? Мне очень нравятся американские исполнители, там, Лэнла Халас, Бейонсе, Weekend. Я люблю современных исполнителей. Я люблю джаз, мне нравится Элла Фиджеральд, мне нравятся инструменталисты, там, Чарли Паркер. То есть, на самом деле, я очень много музыки. Снарки Папи есть очень известная группа. Я лично от себя, если кто-то поинтересовался бы у меня вопросом, как писать свою музыку, я бы сказала однозначно, что нужно первым делом слушать то, что нравится. То есть и вдохновляться этой музыкой. А вот как насчет украинских исполнителей? Кто мне из украинских Да. исполнителей? Мне нравится The Mannequin. Это известный довольно-таки саунд-продюсер. У него достаточно интересная музыка, и как продюсер он очень, я прям фанатею. Я просто тоже занимаюсь продюсированием своих проектов музыкальных. Я понимаю, что мне нужно много чего дорабатывать. Конечно же, ребята мне во многих вещах помогают в этом плане. Мы многие партии записываем инструментально на студии. Но я, честно говоря, очень много бы хотелось поучиться вот у Жени Филатова. Вот. Для меня это Анука, проект The Mannequin. Это вот Как же Анику Долидзе? Анику Долидзе. Анику Долидзе мой педагог. Нет, безусловно, я хожу на ее концерты, мне нравится ее музыка, но я просто немножко в другом сейчас направлении нахожусь. Не ругает она тебя? Нет. Гордится? Она знает про мою песню про Заю, и мы распеваемся как-то все группа. Я просто иногда летаю в облаках, и мы поем, она видит, что я не в коннекте со всеми. Зая! Она тоже знает, я очень благодарна Анико за то, что она тоже слушает мои песни, за то, что когда она слушает по радио мои песни, она там Лизка постит мне там в Facebook, везде я так горжусь, мне очень приятно. Мне это, правда, очень приятно, что мой педагог за меня радуется. Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота
Ой, на кота, дай воркота, на дитину, дай дрімота, котик буде воркотати, дитинонька буде спати. Котик буде воркотати. Спасибо большое за вашу музыку и за то, что мы с тобой вместе спели классную песню. Спасибо и тебе, Лили. На сегодня все, дорогие друзья. С вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь с телеканалом АТР, подписывайтесь на сайт телеканала АТР. До новых встреч!